с экшн-камерами на шлемах, поэтому буквально совсем скоро мы увидим, наверное, и какие-то видеоотчеты вот сделанные по этому поводу. Ну так что, если... Пока ты рассказывал про камеры, мимо нас прокатился парень на моноцикле на огромном таком колесе. Просто вот, да, это вот еще один. А вас много, ребят? Он даже показывает трюки на нем. Вот это дела, вот это дает, да, парень? Да, интересно. Подъезжайте сюда, мы посмотрим на вас, покажите класс. Как же сложно, наверное, на нем держать равновесие. Знаешь что, интересно, хотелось бы спросить вот у ребят на вот этих моноциклах, что, собственно, привлекает, вот именно почему вот трехколесный, смотрите, это ремонтный велосипед, да, который... Я сейчас спущусь вниз, и обязательно мы возьмем интервью у обладателя вот этого транспортного средства. Интересно, там и колеса, переднее колесо практически как у мотоцикла, такое усиленное. Здравствуйте. Как вас зовут? Павел, вы сами собрали это транспортное средство? Собирал сам. А вы по специальности инженер или как вообще родилась идея создать такое самоходное устройство? Инженер-радиотехник. Вот так вот? Вот так вот. Эта штука может еще и пеленговать пролетающие мимо самолета, да? Нет, так сказать, визуализация, все так. Да, импровизация, GPS. Не у каждого современного автомобиля Есть GPS, такие конечно. навороты. Расскажите, пожалуйста, какие функции вообще у него есть, что это такое? Это полноприводный электровелосипед. У него все три колеса ведущих, также есть вот с помощью мотора. Он создан на базе какого-то велосипеда или это прямо рама сваренная, собственноручно спроектированная вами? Это на базе велосипеда веломастеров. А вот так вот, веломастера.ру, это немного рекламы. Ну что ж, мне кажется, стоит прорекламировать тех ребят, которые создают такие вот вещи. А что у вас возится вот в том чемодане? У меня багажник просто. Там аккумулятор, это же электробайк, там аккумулятор такой большой. Там личные вещи, кепка от солнца, зонтик для ключи, дождя. да. Все, что нужно для того, чтобы комфортно перемещаться по городу. Какая максимальная скорость у этого самоходного устройства? 35-38 километров в час. Для города, по-моему, это оптимально. Вполне. А насколько хватает заряда? 60-80 километров. То есть вы дома вот зарядили его и на 68 километров спокойно можете уехать? Да, как ноутбук заряжается. Как ноутбук? Неплохо. Ничего А он себе. создан на базе ноутбука? Нет? Да, Intel Pentium. Не на базе, вот, но заряжается, да, так, большой зарядочкой. Вот, 4 часа время зарядки. Ну, нормально. Немного, слушай, вечером Не, приехал, нормально. поставил на утро, уже можешь ехать куда хочешь. Да. Ну что, давай обратим внимание еще на какие-нибудь интересные чудо велосипедные техники. Вот интересно, Леша, Вот есть еще один, смотри, вот здесь с ребенком на раме. Здравствуйте. Ваше самоходное устройство вы создали собственноручно, как я вижу. Да, батарейку сами собирали, а двигатель веломастера.